Главной задачей сегодня стоит в том числе и модернизация и совершенствование энергетической отрасли и всего жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня наше преимущество как государство, что регулирование тарифов в этих системах осуществляется государством. И если мы будем продолжать относиться также к энергетике, к сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе, если так сказать более предметно, в энергетической отрасли продолжать подключаться незаконно, значит, несвоевременно, либо вовсе не платить за эти услуги, то мы это наше преимущество просто растеряем. Я правильно вас понимаю, что энергетика самая головоломная вообще проблема для правительства? Самая головоломная. Именно так, Ирина Шотовна. Это ключевая задача, которую надо решать вот срочно. Дело в том, что энергетика сама по себе это кровеносная система для экономики, а для социальной сферы через развитие системы образования, здравоохранения, ну в конце концов тепла в домах. Это же важные направления. Мы, несмотря на то, что у нас сегодня и приток более-менее хороший, и, как говорится, холодов нет, да, ну, сезон вот, летний, мы абсолютно не расслабляемся. Мы собираемся сделать несколько шагов, которые снизят риски уже к зиме, во всяком случае, по энергодефициту. Ну, нетрудно вспомнить прошлый год. Как все было сложно, сурово, как мы всей страной, значит, бросились искать средства для того, чтобы у нас в стране был свет. Но, откровенно говоря, это в том числе и в ущерб наших там государственных программ, каких-то тоже важных расходов. Я себе, откровенно говоря, сложно представляю, что было бы, если бы нам не оказали поддержку наши коллеги из Российской Федерации. Вот, там, предоставив нам гуманитарный переток. Это вообще был бы страшнейший коллапс. Мы бы, наверное, сегодня не разговаривали бы ни о туризме, ни о сельском хозяйстве, ни о каких-то инфраструктурных проектах и развитии страны. Было бы сложно. Еще мы долго бы с этой ситуации выходили. Но теперь это должно нас научить. Конечно же, дефицит будет, но как можно меньше его должно быть. Различные формы, значит, предпринимаем. Они и раньше, разумеется, принимались, но и сейчас мы хотим продолжить. Первое, конечно же, это у нас должна быть налажена дисциплина по оплате за электрическую энергию. Это очень важнейший аспект. Дело в том, что здесь настолько несправедливая ситуация. То же самое, откровенно говоря, и в налоговой системе у нас происходит. Дело в том, что за счет средств добросовестных плательщиков мы оплачиваем всем. Так не должно происходить. Еще причем в ущерб себе, ну, разумеется, незаконное подключение к энергетическим сетям. Очень рассчитываю, что в этой сфере ситуация в этом году должна быть намного лучше.